Огромное спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня к нам. А еще огромное спасибо тем, кто сегодня к нам приехал. Представляете, у нас 2 города есть. Это город Барнаул, давайте поддержим их, пожалуйста. Потому что они ехали 5 часов. И город Кемерово, который нас сегодня порадовали и жаворонками, и лестницей. Дай Бог вам здоровья, терпения и сил. Сейчас, пока подходит батюшка, я хочу сказать пару слов. Так как сегодня рекордное количество у нас коллективов, поэтому давайте будем уважать друг друга. Каждому коллективу отводится 6-8 минут на выступление. Можно духовные стихи до конца не допевать, батюшка как раз подошел вовремя, и просто проговорить словами. Слово предоставляется нашему наставнику, так сказать, духовных стихов, отцу Виктору. Здравствуйте, братья и сестры. Всех поздравляю с постом, с Великим постом. Мы, конечно, стараемся поститься, стараемся молиться и думать о своей душе бессмертной. И, конечно, русские люди не просто ходят в храм, молятся там, на службах участвуют, исповедуются, причащаются, но и в быту тоже вспоминают о том, что вот мы, особенно кто занимается фольклором, мы вспоминаем о таком большом пласте нашей культуре, о духовной стихии. И, конечно, они нам помогают и в обычной такой повседневной жизни думать о духовных вопросах и серьезно задумываться. Я вам скажу, что даже, наверное, человек, который просто вот в храм ходит, да, и молится, он, наверное, так глубоко веру свою не прорабатывает, как человек, который поет духовные стихи, слушает духовные стихи и участвует в таких вот мероприятиях. Потому что действительно много тем задевается в духовных стихах, духовных тем, достаточно глубоких тем. Поэтому хорошо бы нам не просто, знаете, такую эстетическую сторону духовных стихов с вами слушать, смотреть, как красиво поют, там, ну, технически хорошо поют. Хорошо бы еще задуматься, о чем поют, какие вот нам о чем предлагают задуматься. Потому что наши предки, они были мудрыми людьми, духовно богатыми, и они вот этим вопросам задавались, и вот эти стихи же не на пустом месте возникли, люди действительно проживали их глубоко, и вот рождались в народе такие духовные стихи, такие жемчужины нашей культуры. Поэтому хорошо бы нам думать, о чем мы поем, о чем другие поют коллективы, и вот на этих вопросах свою веру тоже возрождать ее, взращивать и вот так укреплять. Вот. Ну, конечно, первоисточником духовных стихов была наша вера православная. И, конечно, люди вот эту веру черпали откуда? Из Евангелия, черпали из Священного Писания, из Священного Предания, которое очень трепетно сохраняется в церкви православной. Вот, и церковь как бы такой эталон, откуда мы берем наши духовные все знания. Поэтому, конечно, нам тоже нужно к первоисточнику обращаться. Не только духовные стихи изучать, петь их, да, и думать, что вот я там галочку поставил, я православный человек. А все-таки туда, к первоисточнику обращаться, и читать Евангелие, читать псалтырь, и бывать на богослужениях, и тоже слушать. А хорошо бывает, что вот люди совмещают, я знаю, многие православные фольклористы, они еще и поют на клиросе, например. И при этом они, получается, духовно так тоже участвуют в жизни церкви. Вот поэтому, конечно, наши духовные абонементы должны быть вот такой духовным для нас возможностью и вот задуматься, о чем, для чего мы живем. Вот. Ну и, как я уже сказал, конечно, к первоисточнику обращаться, бывать в храмах Божьих, вспоминать, что мы православные христиане, бывать на службах, обязательно Великим постом нужно исповедоваться, причаститься нам. Вот, церкви работают, мы, батюшки, служим, поэтому милости просим всех в храмы. Не обязательно за пост, за великий, нужно хотя бы один раз исповедоваться, причаститься, особенно если давно этого не было. Когда мы еще это сделаем, если не великим постом? Да, никогда. Так опять потом Пасха наступит, и праздники, и все, и там уже ни до чего будет. Поэтому всем напоминаю, что православные христиане нужно нам исповедоваться, причаститься. И тогда мы, если мы пройдем вот эти вот таинства, да, исповедь, причастие, то мы лучше почувствуем духовность. Мы поймем, про что пели наши родители, наши предки. И поймем, какая действительно глубина, и какая вот их действительно вот было осознание веры своей православной. Вот. Будем молиться, поститься и петь духовные стихи. Помоги нам всем, Господь, в этом.
На сцену приглашаются наши гости, фольклорный ансамбль Дедичи, город Кемерово. Да я думаю, нет. Слышно меня? Конечно. Это хорошо. Всем здравствуйте. Мы ансамбль Дедичи, город Кемерово, прихода храма иконы всех скорбящих радости. Поздравляем вас всех с праздниками, с нынешними. Это и Иоанн Лиственничник, и память 40 мучеников. Споем вам песню, духовный стих Кемеровской области, записанный в селе Курск-Смоленко. Идут последние веки. Идут последние веки. Идут последние веки. Еле сохнут источники реки. Еле сохнут источники реки. Солнце и месяц померкнут. Солнце и месяц померкнут. Яркие звезды на землю скатятся. Яркие звезды на землю скатятся. Зойдет, зойдет Михаил Архангел. Зойдет, зойдет Михаил Архангел. Он зойдет на гору крутую. Он зойдет на гору крутую. Он затрубит трубу золотую. Он затрубит трубу золотую. Уставайте, живые и мертвые. Уставайте, живые и мертвые. Праведники едут правой стороною. Праведники едут правой стороною. А грешники едут левой стороною. А грешники едут левой стороною. Праведники идут веселятся. Праведники идут веселятся. А грешники идут горько плачут. А грешники идут горько плачут. Они плачут, плачут и рыдают. Они плачут, плачут и рыдают. Отца с матерью они проклинают. Отца с матерью они проклинают. Что же вы, родители, вы нас не учили? Что же вы, родители, вы нас не учили? Вы нас не учили к Божьему храму. Вы нас не учили к Божьему храму. К Божьему храму да Богу молиться. К Божьему храму да Богу молиться.
поклониться. Следующая песня, она не наша, не кузбасская, это канадские духоборы, но мы ее стараемся петь именно на это событие, потому что лествицы это как раз символ восхождения души к Господу Богу, поэтому где найдет душа моя от недуга исцеления, эти слова как нельзя лучше отображают суть этой песни. Это как раз то событие, которое сегодня мы отмечаем. А куда сокроюсь я, где и в ком искать спасенья, где найдет душа моя недуга исцеления, где найдет душа моя недуга исцеления. Нет мне помощи ни в ком, где конец грехов мучения, где путь жизни обновления, лишь тебе, Господь, одном, где найдет душа моя недуга исцеления, где найдет душа моя недуга исцеления. О Христос, внемли моления, я пришел к тебе с явленной. Будет ли конец падения? Буду ли я там спасен? Где найдет душа моя недуга исцеления? Где найдет душа моя недуга исцеления? О предвечный Божий Сын, я тебе в душе изнываю, на тебе лишь уповаю, ты спаситель мой один, где найдешь душа моя недуга исцеления, где найдешь душа моя недуга исцеления. Фольклорно-этнографическая студия «Круглый год». Вы люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть един. Един Сын Марии, на небесе царствует, надо всеми Бог. Вы люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть два.
от разумных избранные, вы скажите, что есть четыре. Четыре евангелиста, три патриарха, две скрижали Моисеева, един сын Марии, на небесе царствует надо всеми Бог. Вы люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть пять. Пять ран Христовых, четыре евангелиста, три патриарха, две скрижали Моисеева, един сын Марии, на небесе царствует надо всеми Бог. Фольклорный ансамбль «Птички», 4-й курс колледжа культуры и искусств. Так, всем здравствуйте. Мы вам исполним духовный стих «Стоит гора», записанный в селе Бородиновка Челябинской области. Стоит гора, как снег бела, а на той горе стоит церковь, а на той горе стоит церковь, а в той церкви стоит престол, а в той церкви стоит престол, за престолом стоит сам Иисус Христос, за престолом стоит сам Иисус Христос, за Христом стоит Божья Матерь, за Христом стоит Божья Матерь, она плачет, как река льется, она плачет, как река льется, а покрыв ее, как
Еще одни наши дорогие гости – это фольклорный ансамбль «Наследие», город Барнаул. Как вы не вставайте? Хотели сплясать, но мы попросили уже сегодня тема немножко другая у нас. Мы вам споем сегодня духовные стихи, которые бытовали у нас в Алтайском крае. И первый духовный стих – это «Затаилась в сердце тревога», записано в Чарышском районе Александром Валентиновичем Головиным от Зои Желенковой. Затаилась в сердце тревога, Страха Божьего нету во мне, и ушел я далеко от Бога, затерялся в чужой стороне, и ушел я далеко от Бога, затерялся в чужой стороне. когда к Богу идти я стараюсь. Тут же вижу напасти врагов, тогда дел я своих убеждаюсь, против зла устоять не могу, когда дел я своих убеждаюсь, против зла устоять не могу. И меня побеждает беспечность, суета и привычка грехов, забываю душевную вечность и ужасный гиенский огонь, забываю душевную вечность и ужасный гиенский огонь. ты прими мои слезы, Спаситель, Как мольбу покаяния в грехах, Матерь Божия, ангел-хранитель, преклоняюсь я к вам во слезах. Матерь Божия, ангел-хранитель, преклоняюсь я к вам во слезах. помолитесь о мне все родные, Вся духовная наша семья, чтоб пути мои были прямые, не отстал бы от стада и я, чтоб пути мои были прямые, не отстал бы от стада и я. И еще один духовный стих, записан он Данилом у нас в селе Коловый мыс Усть-Пристинский район. Пристинского района. Стих о покаянии. Унывай, не унывай, душа моя, унывай, не унывай, душа моя, уповай, уповай на Господа, уповай, уповай на Господа. ты, Господи, Слышишь печаль мою, Ты, Господи, слышишь печаль мою. ты кого Пошлёшь на помощь мне, ты кого пошлёшь на помощь мне, или сам
пошли ты нам Духа Святого, но пошли ты нам Духа Святого. Спасибо большое. Фольклорный ансамбль «Красота». Как по морю синему, как по морю синему, там плыло два кораблика, там плыло два кораблика. По одном корабле святые ангелы, у одном корабле святые ангелы, о другом корабле, да и сам Господь, у другом корабле, да и сам Господь. О ж вы, ангелы, слуги Божии, уж вы, ангелы, слуги Божии, вы где были, а где побывали, вы где были, а где побывали. Ну а мы были у деревянки, ну а мы были у деревянки, поминали душу, да Ивашкину, поминали душу, да Ивашкину, помяни, Боже, да Иванченку, помяни, Боже, да Иванченку.
Фольклорный ансамбль столицы Сибири. Участники те же, название другое. Мы исполним для вас два духовных стиха, записанные в общинах у старообрядцев Малакан на территории Азербайджана. Открывайте все печали пред Господом Богом. Открывайте все печали пред Господом Богом, что душе вашей угодно у Него просите, что душе вашей угодно у Него просите, чистый образ Яво Божий на себе носите, чистый образ Яво Божий на себе носите, святым крылышком машите, на восток спешите, святым крылышком машите, на восток спешите, что за кротость, за смирение, райское утешение, что за кротость, за смирение, райское утешение, за терпение всем нам дастся духовное пение, за терпение всем нам дастся духовное пение. Возлюбленные и Богом братцы, И вы, милые сестрицы, вы давайте жить в любви, как ангелы в небеси. Вы давайте жить в любви, как ангелы в небеси. Так будет Богу угодно и всем людям хорошо. Тогда только будет радость и великое торжество. Тогда только будет радость и великое торжество. А Господь наш сердце видит, Он во всем нам подмогнет и разгонит злого духа от нас, милые друзья, и отгонит злого духа от нас, милые друзья, и дарует Отец Божий, утешитель, Святой Дух. Мы всегда будем молиться пред Господом, веселиться. Мы всегда будем молиться пред Господом, веселиться. Фольклорное объединение было-не было. Духовный стих, записанный в Дзержинском районе Красноярского края, село Дзержинское.
сеяла, расставалась душа с телом, расставалась, Фольклорный ансамбль «Полунь». Что, будем говорить, почему так выпендриваешься? Да, Сюда, мы сюда, сегодня сюда. воспользовались случаем Еще. продемонстрировать молельный обряд семейских Забайкалья. Наряд. Наряд, да, правильно. Наряд. В таком виде народ мог пойти на моление где-нибудь в Большом Кунале или в Хасурте. К видите, у нас распущены сарафаны, запаны, как символ мирской суеты, мы убрали. На кичке платки не повязанные, наброшены. А в руках у нас, не подумайте, что мы на Обское море потом пойдем кататься, это подружники для земных поклонов. На них кладутся руки во время земных поклонов. Ну и вот обычный такой предмет обихода семейского, религиозного, это лестовка, старообрядческие четки. Мы споем духовный стих, записанный в Бурятии, в селе Куйтун. Как Иисус Христос. Как Иисус Христос. Как Иисус Христос. Ну, запой ты, как Иисус Христос по земле ходил, было царствие, все небесное
было царствие, все небесное, вы молитесь, люди добрые, вы молитесь, люди добрые, прилетали к нам, ой, два голубя, прилетали к нам. ой, два голубя, ой, два голубя, оба белые, Ой, два голубя, оба белые, эти голуби, два хранителя, два ангела, все хранителя, всем душам нашим покровителя, всем душам нашим покровителя. Ой, вы голуби, куда летали? вы голуби, Куда летали? А мы летали во сырую землю. а мы летали, Во сырой землю, во сырой земле дивовались, во сырой земле дивовались, как душа с телом расставались. Так получилось, что вариантов исполнения духовных стихов семийских очень мало записано. Исполнители избегали исполнять, а исследователи избегали записывать. И сейчас, когда этот жанр стал вполне легальный и даже востребованный, семейские слагают новые стихи на старый лад. И мы споем забайкальский стих, очень сейчас популярный. Не удивляйтесь, у него такой странненький текст, потому что он имеет литературное происхождение. Собственно, он надерган из поэмы, не поверите, поэта-символиста Серебряного века Дмитрия Мережковского «Протопопа Вакум». И интересно, что семейским очень понравился образ неистового протопопа в этой поэме. Он не кидается чем-то из глубины ямы, а наоборот призывает всех к миру и согласию, что актуально как никогда. Укрепи меня, о Боже, на великую борьбу, и пошли мне мощь Самсона, недостойному рабу, как в пустыне вопиющий, я на торжищах взывал, и в палатах, и в лачугах сильных мерах влеча, то небесам мчатся с криком через болото и пустырь, черницы везут растребу, Аввакумов монастырь. Привезли меня в Андроне, там и бросили в тюрьму, как скотину без соломы, прямо в холод, мрак и
берег, тундрах, дебрях и лесах, волочилась я на дровнях, на телегах и плотах. Вижу, меркнет Божья вера, тьма полночная растет. Вижу, льется кровь невинных, брат на брата восстает. Что же делать мне, бороться и неправду обличать, и скрываясь от гонений, покориться и молчать. Потрудился я для правды, не жерег последних сил. 30 лет не колебаний я жестоко возбранил. Вы простите, не сердитесь, все мы братья во Христе, и за всех нас злых и добрых умирал он на кресте. Возлюбите же друг друга, вот последний мой завет. Все в любви, закон и вера, выше заповедей нет. Сколько фактуры вселенной дней. Всем добрый день. Мы исполним для вас духовный стих села Малобыково Белгородской области. Пел слепой, заученный с детства, руки на котомку положив, и невольно западала в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил, пел слепой, прося немного хлеба, хлеб иной прохожим предложив. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но прохожие с этой
беспечный. Этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепое, всматривалась вечность. Зрячая слепецкая душа, плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепое, душа томилась плачем. Люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные зрячие, не слепели этого слепца? Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепое, заученное с детства, руки на котомку положил, и невольно западало сердце, то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Фольклорный ансамбль «Малина Артель». Новосибирский областной колледж культуры и искусств. Сегодня мы для вас исполним духовный стих «По горам-гырам», деревня Колбаса, Кыштовский район Новосибирской области. По горам-гырам, по крутым горам, аллилуйя, аллилуйя, по крутым горам. Там и шла, прошла Дева святая, аллилуйя, аллилуйя, Дева святая. Ходила, искала Мать пречистая, аллилуйя, аллилуйя, Мать пречистая. Ходила, искала Сына своего, аллилуйя, аллилуйя, Сына своего. а навстречу ей Жиды, жидовьё, аллилуйя, аллилуйя, жиды, жидовьё. не священные, Не крещеные,
Охні ви, жиди, Христа мучили. Аллилуйя, аллилуйя, Христа мучили. охні ми, дева, Не мы святые. Аллилуйя, аллилуйя, не мы святые. мучили Христа, Старые жиды. Аллилуйя, аллилуйя, старые жиды. а взойди-ка, дева, На крутую гору. Аллилуйя, аллилуйя, на крутую гору. погляди-ка, дева, Под ясную зарю. Аллилуйя, аллилуйя, под ясную зарю. что под ясной зарею Церковь восстоит. Аллилуйя, аллилуйя, церковь восстоит. что у тою церкви Три гроба новых. Аллилуйя, аллилуйя, три гроба новых. что у первом гробе Иисус Христос лежит. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус Христос лежит. а в другом гробе Дева святая. Аллилуйя, аллилуйя, Дева святая. что у третьем гробе Иван Креститель. Аллилуйя, аллилуйя, Иван Креститель. над Иисусом Христом Свечи пылают. Аллилуйя, аллилуйя, свечи пылают. над Марией святою Ангелы поют. Аллилуйя, аллилуйя, ангелы поют. над Иваном Крестителем Ладаным кадят. Аллилуйя, аллилуйя, ладаным кадят. Фольклорный ансамбль «Пава». Что хочется сказать, да, что петь духовные стихи вот здесь каждый год, это такая прям традиция, которая держит наш внутренний мир. Мы всегда знаем, что мы придем, в конце Майдан споет, выходит Господь с учениками из храма, а мы споем по горам-горам. И не важно, что только что он прозвучал. Деревня Колбаса, Новосибирской области. По горам, горам, по крутым горам. Аллилуйя, аллилуйя, по крутым горам. Там и шла, пришла
Дева святая, аллилуйя, аллилуйя, Дева святая. Ходила я скала, Мать пречистая, аллилуйя, аллилуйя, Мать пречистая. ходила искала, Сына своего, аллилуйя, аллилуйя, Сына своего. а навстречу ей Жида бою, аллилуйя, аллилуйя, жида бою. Ну, а дальше уже рассказали. Да, ну и что-то хочется новенькое, из далеких стран буквально, из далеких местностей, Белгород, Волгоградская область, село Ващево. Данее, редане, данее, данака, мушеко, данака, мошко, там стоит церква, там стоит церква, церкваною, церквано, веє богомоленное, богомоль, неє, как вотеє, церкве, как вотей, церкве, там престолы стоит, там престол стоит на пересы, толе на перес, столе, там книга ляже, там книга ляже, книга ною, веє, книга но, веє богомоленное, богомоль, неє, как вотеє, кнеє, как вотей, кнеє, сама Матерь Божья, сама Мать Божья, Богорою, деце, Богоро, деце, Богомою, лице, Богомо, лице, сльози напилаче, сльози плаче, в озере, дає, мого сина, розсип'яли, мого сина. А у меня еще слова есть. Ансамбль казачьей культуры «Майдан». Традицию нарушим, не в конце, а в середине споем. Но споем все равно апокалипсис, потому что он, знаете, с каждым днем он все более актуальный и актуальный, и с каждым годом все страшнее и страшнее его петь. Потому что сами видите, что от себя хотим попросить, чтобы вы не забывали про воинов, молиться про наших, которые на войне сейчас. Ребята, что там совсем все непросто. Вот. Но все равно причин для горести нету, потому что у нас ангелов прибавляется с каждым днем. Вот. И хотелось бы, чтобы
мы просто не забывали про это и не горевали, да, внутри, а все-таки радовались. Ну, то, что, ну, нету причин горевать. И пост это, потом заканчивается радостью, большой радостью. Выходит Иисус Христос с учениками из храма Апокалипсис. Выходит Иисус Христос с учениками из храма, предстрашною смертью своей, исполнил он грозными прощальными словами, учил он любимых друзей. Учитель, последнее слово, пока еще с нами живешь. Скажи нам, учитель, когда это будет, когда нас судить ты придешь. Услышите войны военные слухи, восстанет народ на народ, и будут болезни и глады, и моры, и братская кровь потечет. Уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь, и многие люди тогда соблазнятся, прольют неповинную кровь. На землю сошлются великие скорби, страдания и муки придут, и скажут все люди: покройте нас горы, но горы на них не падут. И в эту минуту поищите смерти, а смерть от людей убежит. А кто же останется в поле не дома, пускай он домой не спешит. Увидите мерзость в храме, так знайте, что суд при дверях. Спешите, чтобы двери не закрылись перед вами, держите светильники в сердцах. И солнце, и месяц на небе померкнут, и звезды с небесного свода спадут, и явится крест лучезарный на небе, и будет, как солнце, сиять, и избранные чада восстанут сначала и с радостью будут взирать. За нами последуют толпы народа, от края до края земли, и вся
дрогнется земная природа при страшном приходе судьи. Фольклорный ансамбль «Смородина». Да ладно, слушай. Мы не ансамбль, мы студия. Поэтому... Фольклорная студия «Смородина», извините. Мы вам исполним два стиха. Первый, слава богу, что в интернете сейчас есть доступ к материалам, и мы споем 101-й псалом Кемерово. Вот, спасибо за этот материал. А второй записан лично мною в прошлом веке. При храме Старых Болотных жил Иван Яков Овчинников. Иван Овчинников, да, совпало вот как два Ивана, Царство Небесное обоим. Он жил при храме, и от него писалось много духовных стихов, и были очень длинные стихи. А он учил от калика перехожего, поэтому вот этим стиху интересно. Господи, услыши молитву мою. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет, и вопль мой к Тебе да приидет. Господи, услыши молитву мою. Господи, услыши молитву мою. Не отврати лица Твоего от меня. Не отврати лица Твоего от меня. Господи, услыши молитву мою. Господи, услыши молитву мою. Вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Господи, услыши молитву мою. Господи, услыши молитву мою. Вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Господи, услыши молитву мою. Господи, услыши молитву мою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стих, это не стих, баллада о вечном житье. Известная притча такая, да? Напойся, Марьянека, холодной водой страдальца, который стоит пред тобой, страдальца, который стоит пред тобой. Бог тяжкою карой меня поразил.
я сына его оскорбил, за то, что я сына его оскорбил. С тяжелою ношей Большого креста он сел отдохнуть у моего крыльца. Он сел отдохнуть у моего крыльца. святого страдалица Я дерзко толкнул и словом коварным его упрекнул, и словом коварным его упрекнул. Он и тяжко ударясь Главу приподнял и тихо, он тихо мне так сказал, и тихо, он тихо мне так сказал. До моего суда и ты не умрешь, до моего суда и ты не умрешь. А я же со смехом сказал, что умру. С тех пор я по свету хожу и хожу, нигде я покоя себе не найду, нигде я покоя себе не найду. Я сяду отдохнуть, вдруг ветер зашумит. Ступай в путь далекий, мне путь предстоит. Я теми путями назад проходил, и видел я груды забытых могил, и видел я множество царств царей, как злоба губила несчастных людей. Побойтесь, людей, обидеть Творца, его наказанию не будет конца, его наказанию не будет конца. Ансамбль Кираса. Добрый день! Сегодня мы исполним два духовных стиха. Первый «Миру заступница Матерь Всепетая», записанный Еленой Болтовской в селе Майма Майминского района Республики Алтай, а второй «Был у Христа младенца сад» из села Ельцовка Ельцовского района Алтайского края, записан Натальей Кириной. Миру заступница, Матерь Всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью покрой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью покрой. Если настигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, в трудный час жизни, в минуты страдания ты мне, молю, помоги. В трудный час жизни, в минуты страдания ты мне, молю, помоги. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. Царство небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. В Царство небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. Грусть не обымет меня непонятная, жизнь истомит ли борьбой. Прямо иду я к тебе, благодатная, с немощной грешной мольбой. Прямо иду я к тебе, благодатная, с немощной грешной мольбой. Ведаешь все ты, спасение, споручница, немощи наши и злобу врагов.
Грешников бедных, святая заступница, Ты их надежда, мать и покров. Грешников бедных, святая заступница, Ты их надежда, мать и покров. Был у Христа младенца сад, и много роз разростил он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали под цветков, и сад был весь опустошен. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали под цветков, и сад был весь опустошен. Но как же ты венок сплетешь? В твоем саду нет больше роз. Как вы забыли, что шипы достались мне, сказал Христос. А из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его. А из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его. О, Боже мой, какие страсти! Зачем на смерть себя отдал, и на кресте принявший муку, за мир ты грешный пострадал. А Матерь Божия святая, о подножия стоя, и обнявшая Иоанна, слезу горячую лила. А Матерь Божия святая, о подножия стоя, и обнявшая Иоанна, слезу горячую лила. Фольклорный ансамбль «Зелен сад». Новосибирский областной колледж культуры и искусств. Здравствуйте, мы исполним духовный стих «Мимо рая». Он записан в селе Зеледеево Юргинского района Кемеровской области. Мимо рая, мимо светлого, пролетала душа грешная, пролетала душа грешная. Ты куда, душа, скоро спешишь? Ты куда, душа, скоро спешишь? Брать ты светлый, все равно не взлетишь. Брать ты светлый, все
храм ходить ленилася. В Божий храм ходить ленилася. Прогневляла отца с матерью. Прогневляла отца с матерью. Нет тебе, душа, прощения. Нет тебе, душа, прощения. Не ведать тебе Иисуса Христа. Не ведать тебе Иисуса Христа. Не ведать тебе рай светлого. Не видать тебе рай светлого. Фольклорный ансамбль «Не было ветров», Новосибирский областной колледж культуры и искусств. Сейчас мы вам исполним духовный стих. Изначально это был стих, просто написанный, пример современной духовной литературы, который уже стал каноном, про заступницу Богородицу. Это вот его вариант как духовного стиха. Мы пред образом Твоим замрем в поклоне. Святая Мать Христа Небесного Царя, защита наша, утешение, надежда, незаходимая небесная заря. Спаси, Владычица, святою Русь спаси. Возьми, как прежде, это бремя на себя. Настало время испытаний на Руси. Не устоять и не воскреснуть без тебя. О, сколько раз ступалась ты за Русь, Не сосчитать сражений тех, не сосчитать. О, сколько раз незримо с воинством святым вела к победе православную ты рать. Спаси от глада, от потопа, от меча, огня и ересей безбожных на Руси. Между усобицы от множества врагов святую Русь свою, Владычица, спаси. Фольклорно-этнографическая студия «Круглый год». Помишляйте, це чоловіці, всякий час у смерти, скільки не жив на цім світі, треба буде вмерти. Скільки не жив на цім світі, треба буде вмерти. О Бога
нельзя отступиться. Махне косой, ступай за мной, вольно суетиться. Махне косой, ступай за мной, вольно суетиться. Все богатства, все роскоши складаешь у сумы, кому вони достануться, нема тебе думи, кому вони достануться, нема тебе дум. Як зазвонять йосять дзвони, посвятих годині, скажуть люди вічна пам'ять по моїй кончини. Скажуть люди вічна пам'ять по моїй кончини. Всі сродники, приятелі, тіло проважають. Ангели-хранителі душу зустрічають. Ангели-хранителі душу зустрічають. Всі сродники, приятелі, додому вертались. Ангели-хранителі за душу сражались. Ангели-хранителі за душу сражались. Пішла душа по митерству, за гріхи страдати. Не поможуть гріхам моїм, не отець, не мати. Не поможуть гріхам моїм, не отець, не мать. Не поможуть гріхам моїм, не браття, не сестри, а поможе милостиня, що я подавала. А поможе милостиня, що я подавав. Лежить душа обнажена, а тіло потріло. Ведуть душу на суд Божий за всякое діло. Ведуть душу на суд Божий за всякое діло. Я попрошу подойти сюда Майдан. Пау. Споем «Шла Мария», вообще общий духовный стих. Кто хочет, кто знает, все выходите. Скорее. Конечно, выходите все.
Вы большие молодцы, вы сегодня прослушали целый концерт духовных стихов. Кто знает и шла Мария, выходите, выходите, не стесняйтесь. Давайте немножко закруглимся, чтобы немножко не расходиться. Хоры были 5 часов. Ну что, в 3? А где у нас эти Виктор-то спрятался? Ушел службу. Тогда ты иди за него. Отдувайся, Трофим, давай. Ты что спрятался-то? Вы идите, это кто? Фонарь в лицо, мы тебя не найдем. Мы ничего, фонарик что ли включим? Идите петь. Пойте уже. Духовный стих. Что, я? Да. Шла Мария, Божьего двора. Аллилуйя, аллилуйя, Божьего двора. Навстречу Мария, Ступай, Мария, на северную дорогу. Аллилуйя, аллилуйя, на северную дорогу. На Сион той горе, крежи, крежую. Кряжую церковную. Аллилуйя, аллилуйя, церковную. Как вот той до церкви, до три гроба стоят. Во первом гробе сам Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя, сам Иисус Христос. Во втором до гробе Демон Христите. Как во третьем гробе Дева Мария.
над первым гробом, над Иисусом Христом. Книжие читаю, аллилуйя, аллилуйя, книги читаю, над Ионом Крестителем. Свечи пылаю, аллилуйя, аллилуйя, свечи пылаю. Над Девой Марией роза расцвела, аллилуйя, аллилуйя, роза расцвела. Как из этой розы, да, пролетел аллилуйя, аллилуйя, пролетел как полетела татаха, да под небеса, аллилуйя, аллилуйя, да под небеса. А как те небеса растворились, аллилуйя, аллилуйя, растворились. Так как все растворились, так как все святые преклонились, аллилуйя, аллилуйя, преклонились. Спаси Господи всех. Ладно. А я видела, не все поэтому не все делают. Не будем. Не Потом. все сидящие. Голубе, а вы сизые, а вы девы, куда летали, а вы где были, куда летали, куда летали.
веселой ноте Предлагаю попить чай. на этом До встречи в следующем году. Спасибо огромное, особенно нашим гостям. Запишите. Следующий.
А, ну и конечно. Не, конечно же. П, горам. Как пойду я. Только мы с собой погляжу я, а где Христов престол стоит, где Христов престол стоит. Двоечники выучить следующий буду. Небо раю блаженного, дорожка лежит.
Вообще как продолжить? Я про Еву. Девчонки, не мораль. Как там про Еву? Про Еву. Лакость отдай. Как вы за себя притянули. Быстро. Молодцы. Что вы? Будьте давай, куда вы собрались? Хватит. Потом уж ехать еще 6 часов. Я-то вообще... А я под конец, я уже конец. А я уже там... Вот. Ой, боже ты мой.